Меня зовут Салтырес Апарбаев. Я являюсь научным сотрудником Института зоологии. По специальности я тиреолог. Расскажите о своей деятельности. Основная моя задача – это в исследовании краснокнижных животных и промысловых. То есть это крупные млекопитающие. Из краснокнижных это снежный барс, тяньшанский бурый медведь, туркестанская рысь, каменная куница, куланы, джейраны, в общем, архары и так далее. Как эволюционно появились млекопитающие? Эволюционно они как бы прародители их ценодонт, от него уже произошли наземные млекопитающие. Но это уже как бы палеозоология. Каких млекопитающих больше всего в Казахстане? Сейчас основная масса, это больше всего в Казахстане является сайгак. Сайга татарика по латинскому. Сейчас особенно уральская популяция, она очень быстро размножается и увеличилась. Хотя вот буквально там 20 лет, 30 лет назад ее численность была на грани, да? Вот. А сейчас как бы она очень сильно увеличилась. Именно уральская популяция, там больше 1 миллиона голов. В чем особенности фотографирования диких животных? Основная специфика – это знание повадков, поведение животных, то есть как к нему подкрасться, как к нему подойти, не спугнуть. То есть сначала узнать, где оно обитает, да? Где оно часто ходит. Если возьмем краснокнижный, вот снежный барс, да, это как бы многие считали его мифом, да, гор, хотя это он является обычным редким животным. Как я снимаю их? Я заранее уже знаю, где он обитает, потому что у него есть кормовая база, это сибирский горный козел. Снежный барс является как пастухом. Куда горные козлы спускаются, он за ними идет. У некоторых специалистов, зоологов, есть ошибочное мнение, что снежный барс обитает только в альпийском поясе. То есть, что летом он как бы не спускается в лес, и зимой тоже. Это ошибочное мнение. Потому что вот я работая в Алматинском заповеднике, да, я очень много наблюдал на высоте 1200 метров следы снежного барса. То есть это вообще лиственный пояс, нижний пояс, где вот, ходит снежный барс. Поддерживает ли финансово государство ученых? Нет такой фиксированной, как бы сказать, зарплаты у нас, да. Мы живем за счет ПЦФ. Целевое финансирование, да. Вот. И есть гранты какие-то. Если выиграем гранты, то по теме. Опять же, по теме, если это снежный барс, то занимаемся снежными барсами. И есть сторонние там доноры, да, скажем так, программа развития ООН. То есть у них тоже есть свои интересы, и как бы они тоже нам объявляют конкурс. Если мы выигрываем, мы занимаемся этим видом. В чем особенность фотоловушек? Я могу сказать, что я первый человек в Казахстане, который использует этот метод. Принцип такой. Вот вы видите фотоловушки. Мы ими уже давно занимаемся, вот, с 2012 года, именно по снежному барсу. Я уже использую с 2019 года новый метод. Ну, как бы для нас это новый, а для зарубежья это обычный метод. То есть на основе датчика движения ставится фотоаппарат зеркальный. То есть, когда животное проходит, она его фиксирует. Это очень много таких нюансов там. Надо подстроить композицию, надо знать, где он пройдет, чтобы резкость навести, да, вот эти все моменты, все вот, как бы заранее проверяется несколько раз. С 2019 года именно вот снежного барса я как бы целенаправленно ставил на снежного барса, чтобы сфотографировать. И у меня есть такие снимки, которые вот даже в мире нету, можно сказать. Ваши пожелания будущим исследователям? Мои пожелания – это целеустремленность, то есть, несмотря ни на что, как бы энтузиазм – это самое важное, чтобы любить свой объект. Вот, и заниматься, изучать его, ну и в дальнейшем как бы заниматься этим видом.